Сегодня я хочу вам рассказать историю деревянного корыта. И начну я свой рассказ с цитаты из словаря Владимира Даря. Корыто – это половинка расколотого бревешка, отделанная и выдолбленная с плоской стороны. Вот как его изобрели. Взяли ствол дерева, распустили вдоль и выдолбили середину. Итак, корыто, как мы с вами уже узнали, это продолговатая емкость. Корыта бывают ветловые, осиновые, липовые. В XIX веке стали делать уже металлические корыта, но тем не менее и деревянные корыта продолжали использовать в хозяйстве, в крестьянских хозяйствах. На Руси корыто стало известно с X века, о чем свидетельствуют археологические раскопки Великого Новгорода, Старой Ладоги и других мест. Корыто всегда имело вытянутую форму, и закругленное дно имело, и невысокие борта. В древности корыто было основой домашнего хозяйства и служило для самых разнообразных целей. Например, для сбора урожая яблок и капусты, для заготовки солений, для стирки, для купания. В них корыте иногда месили хлеб, из них кормили птицу и домашний скот, то есть они назывались и водопойными, и кормовыми. В перевернутом виде корыто использовали как большую крышку, а зимой дети катались с горок на них, как на санках. Но размеры корыта тоже были разными. Они варьировались от самых больших, которые достигали в длину 2 метров, а в ширину 40-50 сантиметров, до самых маленьких 30-40 сантиметров и в ширину 15-20 сантиметров. Такие маленькие корыта применялись на кухне для приготовления пищи, резки, рубки овощей, фруктов, мяса. В корыте можно было даже вскипятить воду, опустив туда раскаленный камень. Корыт в крестьянских хозяйствах всегда было очень много, поскольку каждый мужчина мог сделать его сам для своей семьи. Для этого не требовалось каких-то специальных навыков. Какие же существовали названия корыт? Корыто для кормления скота называлось колган, кормяга, кормушка. Такие корыта ставили в сараях, около колодцев, во дворе. Корыто для стирки белья называлось балья или бельемойка. А корыто, в котором замешивали тесто, называлось дрожжевник. По-белорусски корыто называются ночевки или ночвы. Белорусы в больших ночвах секли капусту, мясо для колбас, стирали белье, купали детей. В меньших, которые называются ополушки, провеивали зерно и крупу. А в самых маленьких, которые назывались толчанки, они секли приправу, толкли приправу. Деревянными ночвами в крестьянском бытии пользовались вплоть до середины XIX века. При первом купании ребенка в воду опускали 9 угольков. Таков был обычай. А в другой местности в ночь клали соль, лекарственные травы и серебряную монетку. Это для того, чтобы ребенок был здоров, богат и чист. Корыто использовали в пословицах, поговорках и в литературе. Корыто всегда почему-то называли чем-то примитивным, неинтересным, не заслуживающего внимания. Фамилию «Не уважай корыто», что обозначало круглый невежда, использовал Николай Васильевич Гоголь в своем произведении «Мертвые души». Само корыто упоминается и в сказках, например, в сказке Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море. Долго ждал он ответа у моря, не дождался и к старухе воротился. Глядь, опять перед ним его землянка, на пороге сидит его старуха, а перед ней разбитая корыто. Ночевки отпеты в стихах белорусского классика Петруся Броўкі. Это стихотворение так и называется «Ночевки». Плашку таўшчэзную дзёўбалі старанна, потым сякерай правілі лока,
Гэтак з'яўлялася нашая ванна, добрая, ладная, з дубу начоўкі. Ну і было ж нам у ночвах раздоллі двум, нават тром, там хапала прасторы. Колькі вады той, вядзёр 5, не болей, нам жа здавалася цэлае мора. Помню, з кары запускалі мы чоўны, боўталі дружна, каб пенілі хвалі, пырскалі, плёхалі, покуль раптоўна матчыны рукі нас не спынялі. Тут мы змаўкалі, былі нават слёзы, бацькавы нам пагражалі папругай, цёрла нас венікам, з клейкай бярозы мыла галовы настояным лугам. Потым, каб сцішыць, вядома ж, ёй шкода, нас цалавала, а нам было люба. Помню з дзяцінства, я назаўсёды, матчыны руки и ночевый сдуб. Дорогие мои друзья, сегодня я вам рассказала про ночевки, деревянная корыта. Про них вы можете прочитать в книге Миколы Маляўкі «Спадчына», где он чудесно описал воспоминания своего детства, что такое ночевки, ополушки и балины. Мы ждем вас в Центральной детской библиотеке. До свидания.